очищение нетленного тела. Хамбуламы, текила. Ну, такой переворот внутренний. В сознании вообще. Я даже не ожидала как бы от себя такой реакции. Вот, потому что не сказать, чтобы я к этому скептически относилась, да. Ну, как меня предупреждала, говорила мне об этом одна такая очень умная женщина такая, что вот как бы вот нам туда, вот нам, бурятам, как бы, говорит, к нему идти не надо, потому что это неправильно, говорит, нам к нему идти, тем более современным людям, современным бурятам, вот не надо, это неправильно, потому что мы же к нему, говорит, пойдем с головой, вот. Мы вот испорченная цивилизация, мы будем смотреть на него, думать, а так оно, не так, а вообще, что это как бы, почему он вот так вот сохранился, какие-то научные эти будут в голове возникать. А это же, говорит, неправильно, ну, для бурята, для буддиста, да, мы же должны просто в это верить, а мы как бы вот люди потравленной цивилизации верить не можем. Вот. Но я все-таки к нему пошла, это было в прошлом сентябре, когда был театральный фестиваль Алтан-Сырка. Я была членом жюри, как членом жюри нас все-таки повезли вот к нему, как-то прикоснуться там и все такое. И я вдруг поняла, да, ну, вернее, я не поняла, ну, то есть это со мной произошло. Голова убирается совершенно, абсолютно. Вот на подходе к храму, чем просто когда ты ходишь под отцам, и так вокруг храма ходишь, она есть. Но когда ты знаешь, что ты сейчас вот туда войдешь, голова убирается вообще. Вообще абсолютно. Остаются вот одни эмоции, вот ощущения, даже вот такие вот. Они не то, чтобы ты кожей чувствуешь, а у тебя как-то вокруг кожи что-то такое, чем вот, собственно, ты чувствуешь и взбираешь. И это тебя, конечно, всю переворачивает. Оттуда выходишь как бы заново рожденный. И по идее, на самом деле бы этого вот, мне кажется, каждого бы нашего человека бы так привести и поставить, привести и поставить. И очень много бы в нашей жизни изменилось бы к лучшему. Люди бы поменялись бы к лучшему. Хоть чуть-чуть.